Молодой ученый из Удмуртии разработал дешевый метод применения пористого графена для научного приборостроения. Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук Константин Михеев стал руководителем исследования, направленного на разработку и усовершенствование метода формирования пористого графена, пригодного для производства микросуперконденсаторов. Исследование поддержано грантом президентской программы Российского научного фонда. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского федерального исследовательского центра. Уверен, что многие слышали про графен, но не понимали, из-за чего такой интерес, рассказывает Константин Михеев. Так вот, графен известен тем, что отличается высокой проводимостью и чрезвычайной гибкостью, что при большой прочности довольно необычно. Это все лишь потому, что слой графена представляет собой ровный набор атомов без дефектов. В настоящее время существует много известных применений для графена, от гибких экранов до элементов самолетов. Одним из направлений работы с ним стало использование в качестве чернил для принтера. Казалось бы, что тут такого, но как только мы вспомним, что эти чернила прекрасно проводят электрический ток, то все становится гораздо интереснее. Можно, например, на футболке распечатать динамик, счетчик шагов или пульсометр, говорит Константин Михеев. Останавливает развитие применения графена то, что его получение сложный и дорогой процесс. К счастью, совсем недавно стало известно об очень простом методе получения графена. Молодой ученый и его коллеги воспользовались этим методом и смогли найти ему оригинальное применение. По словам Михеева, в существующих сенсорах, регистрирующих лазерные импульсы, установлены дорогостоящие оптические элементы, и кроме того, на каждую длину волны нужен свой сенсор. Практическое применение этот материал способен найти главным образом в лазерной технике, оптике или научном приборостроении.